Здравствуйте, в эфире новости на телеканале ТУВА-24. В студии Инна Клоян, и я вам расскажу о главных событиях дня. Досрочные выборы главы председателя правительства состоятся в Республике Тыва с 17 по 19 сентября текущего года в единый день голосования, одновременно с выборами в Государственную Думу. Глава председатель правительства республики избирается сроком на 5 лет. И в продолжении темы по всей Туве 187 избирательных участков сегодня проводят подготовку к первому дню голосования. В Кызыле 36 избирательных участков. Наша съемочная группа побывала в УИКе номер 14 и узнала детали подготовки. 14-й избирательный участок Чульдумский города Кызыла расположен в первой школе. Во второй половине дня начнется подготовка участка. В пятницу, субботу и понедельник учащиеся будут на дистанционном обучении в связи с санитарной обработкой помещения. В УИКе номер 14 8 членов комиссии и 2500 избирателей. Помимо работы на участке, все 3 дня голосования 17, 18, 19 сентября члены комиссии в сопровождении наблюдателя и сотрудника полиции будут выезжать к гражданам, написавшим заявление о голосовании на дому. С 13 сентября у нас идут подготовительные работы. Это уже следующий этап работа с заявлениями вне помещения. То есть мы должны до 19 воскресенья 4 часов также работать с заявлениями вне помещения. Это те, кто голосует у нас на дому. На сегодняшний день у нас уже подготовка помещения к голосованию, но так как мы расположены в школе, у нас этот процесс начнется после того, как закончится учеба детей. То есть это после обеда. У нас внизу установлены 2 видеокамеры, и все, что мы должны делать, оно должно проходить в зоне видеонаблюдения. То есть в этой зоне будут расположены стационарные ящики, все столы, где работают члены комиссии, в том числе сейф, где содержатся бюллетени. За сохранностью бюллетеней и прозрачностью проведения голосования будут следить наблюдатели, сотрудники правоохранительных органов, а также все желающие через камеру видеонаблюдения. По всей России 3 суток днем и ночью без перерыва будет работать система видеонаблюдения. Срок хранения записи – 1 год. Бюллетени у нас находятся под охраной сотрудников полиции. То есть они здесь круглосуточно дежурят. В дни голосования бюллетени будут храняться в сейфе. В первые дни 17-18 сентября бюллетени мы упаковываем в специальные сейф-пакеты. Затем уже последний 3-й день из этих сейф-пакетов они изымаются, и уже после 8 часов, как зал голосования будет закрыт, они общеподсчитываются. Как бюллетени прибывают на участок, с этого времени приступают к работе также сотрудники полиции. То есть они охраняют бюллетени, они ночуют здесь рядом с сейфом. Мы вчера их получили, и вчера сотрудники полиции уже приступили к своей работе. Члены избиркомов, наблюдатели, кандидаты от партий и их представители получат доступ к специальному служебному порталу, который позволяет в том числе и перематывать запись со звуком с конкретного участка. Для граждан будут организованы центры общественного наблюдения. Отметим, что в этом году в Кызыле откроется дополнительный участок для избирателей с положительным результатом COVID-19 на базе нового диагностического центра по улице Байхакская, 14А. Он будет работать 1 день, 19 сентября. Айдана Холук, Буян Мангуш, Мироэнергия, ТУВА-24. 16 сентября в стране дан старт всероссийскому тестированию системы видеонаблюдения на избирательных участках перед выборами. К тренировке видеонаблюдения присоединилась и Тува. О том, как прошло тестирование в участковых избирательных комиссий номер 13, расскажет Айра Сад. В целях обеспечения сохранности бюллетеней и прозрачности выборов в период 3 дней голосования избирательные комиссии будут оснащены камерами видеонаблюдения. В избирательной комиссии номер 13 свой выбор 17, 18 и 19 сентября сделают более 2000 человек. УИК 13, центральный города Кызыла, установлено видеонаблюдение. Так, они работают круглосуточно. По словам заместителя председателя территориальной избирательной комиссии Кызыла Марианы Кыргыз, каждый избирательный участок оборудован 2 камерами. Ракурс их такой, что охватывает именно то место, где избиратели берут бюллетени, опускают в ящики
И вообще вот работа участковой избирательной комиссии, она полностью будет охвачена. Протестировано функционирование этих камер, и они уже подключены. У нас, например, в территориальной избирательной комиссии, это вышестоящая комиссия над участковой избирательной комиссией города Кызыла, у нас уже видеонаблюдение ведется. Напомню, что ЦИК России отменил общедоступные трансляции с избирательных участков на выборах в Госдуму. Тем не менее, записи с участков будут доступны на служебном портале. Избирком, партии и кандидаты будут иметь к нему доступ. Транслировать выборы также будут в Центре наблюдения при Общественной палате. По разъяснению руководства Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, это связано очень с огромными суммами финансов, поэтому и в связи вот с ковидной ситуацией очень много затрат. Видеонаблюдение будет в свободном доступе именно вот Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, нашей избирательной комиссии и в Общественной палате. Работу участковых избирательных комиссий в режиме реального времени с помощью видеонаблюдения будут контролировать и в Центральной избирательной комиссии России. Айраса Чайхан-Донгак, Миранерги, Тува-24. В столице республики состоялась торжественная церемония передачи нового здания консультативно-диагностического центра, построенного по указанию президента Российской Федерации и решению министра обороны генерала армии Сергея Шойгу. Министерство обороны передало новое здание Министерству здравоохранения республики, когда филиал главного лечебного учреждения республики сможет принять своих первых пациентов, расскажет Алдынкыз Буян. Новый медицинский центр построен по решению президента Владимира Путина силами Министерства обороны, которым руководит герой России Сергей Шойгу. В трехэтажном медицинском комплексе созданы все условия для качественной диагностики заболеваний, амбулаторного лечения и проведения хирургических операций. Поздравляю жителей республики с открытием уникального медицинского центра. Выражая слова благодарности военно-строительному комплексу за четкое и оперативное выполнение поставленных задач в кратчайшие сроки и с высоким качеством. Медицинским работникам желаю профессионального совершенства. Ведь в ваших руках самое дорогое – жизнь человека, а значит будущее нашей страны. Представитель командования Центрального военного округа генерал-майор Геннадий Тучин передал символические ключи от здания главному врачу нового центра Долану Калбаку. Поздравляю всех жителей республики с открытием долгожданного консультативно-диагностического центра городской поликлиники города Кызыла. Центр оснащен современным оборудованием, в том числе компьютерным томографом, УЗИ-аппаратом экспертного класса, рентгеновским и эндоскопическим оборудованием. В разных областях медицины используется магнитно-резонансный томограф. С его помощью можно выявить рак на ранней стадии. Это аппарат, лидирующий среди диагностики таких болезней, как онкологии, урологии, нейрохирургии, в акушерстве. Одним из направлений деятельности центра станет дальнейшее развитие телемедицины, что позволит в максимально короткие сроки проводить консультации с федеральными клиниками по тактике лечения пациентов. Кроме консультативного центра, тут откроют 14 терапевтических участков для жителей микрорайона Южный. Новая поликлиника может принять до 300 пациентов в день. На данный момент прикреплено больше 27 тысяч человек. Создан формат цифровой регистратуры. А это в первую очередь электронная запись через терминал информации, установленная в фойе зала. То есть это получается общая запись поликлиники, которая доступна и видна регистраторам, врачам, пациентам. То есть пациент может самостоятельно либо с помощью администратора зала сделать запись. Кроме этого, в здании предусмотрено централизованное снабжение кислородом, сжатым воздухом, вакуумом, углекислым газом. Новый центр будет осуществлять прием пациентов из всех районов по направлениям от участковых врачей. В первую очередь хочется поблагодарить наше Министерство обороны Российской Федерации в лице министра обороны Российской Федерации, героя России, нашего знаменитого земляка Сергея Кичугетовича Шойгу за такой прекрасный подарок жителям нашей республики в канун и в честь столетия образования Тувинской Народной Республики. Здесь будут обслуживаться, как говорится, вся гора, то есть более 25 тысяч взрослого населения будут обслуживаться здесь прямо, как говорится, в шаговой доступности от своего жилья.
Теперь жителям микрорайона Южный не нужно ездить в другой конец города, как было ранее. Сейчас их всех переведут в современную поликлинику, где они смогут без лишних хлопот пройти всех узких специалистов. Я очень рада присутствовать на большом таком открытии консультативно-диагностического центра. Мы, жители этого микрорайона, очень сложно было ездить в конец города, на восток, чтобы получать лечение. И мы от всей души хотим поблагодарить всех, кто участвовал в открытии этого красивого диагностического центра. В рамках регионального проекта развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи состоялась также передача 16 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов. Специальный транспорт предназначен для выездных осмотров, профилактических, диагностических и лечебных мероприятиях в малых селах республики. Алдынкас Буян Уюн, Ангороржак, Тува 24. При въезде в Сарыксеп вы чувствуете забытый запах свежего асфальта. Сразу 3 улицы села обретут новое дорожное покрытие, расскажет Сайгын Бирбю. Благодаря федеральной программе «Безопасные и качественные автодороги» в этом году стало возможным обновить дорожное покрытие на некоторых участках улицы Сарыксепа. Также у нас по этой же программе закончен ремонт автомобильной дороги в Сумоне-Субаже. Это улица Валентина Хажики с протяженностью 522 метра. Также у нас производится по этой же программе ремонт подъездной дороги, а именно асфальтирование подъездной дороги именно к селу Субаже. Дорожными работами занимается Кызыльская дорожно-строительная компания. Наша бригада насчитывает 9 работников. Задействовано 6 единиц техники. Буквально вчера завершили прокладку асфальтового покрытия в селе Субажи, в народе Софтува. Дорожники рассказали, что благодаря тому, что полотно проезжей части было уже подготовлено к окончательной укладке асфальта, работы будут завершены в течение 4-5 дней. Сегодня мы приступили к укладке асфальта на улице Первомайская протяженностью 100 метров. Всего по смете планируется капитальный ремонт 3 улиц. Первомайскую я уже упомянул. Далее Октябрьская, Совхозная. Также предусмотрен ремонт перекрестка на улице Пушкина. Решена также проблема скопления талых вод. Под дорогой проведена новая гофрированная отводная труба. Проблема талых вод решается. Это отметил и сторожил Сарыксепа в прошлом дорожник Василий Кузьмин. Ну, здесь обычно как-то аварии частенько бывали тут. Как весна, с полей вода идет сюда, пучина получалась, и часто более-менее будет. Вода откуда идет? С полей. Отдельно стоит отметить, что масштабное строительство дорог в республике происходит не только за счет национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», но и по решению в Рио главы Тувы Владислава Хавалыга в рамках полученных из федерального центра 1,5 миллиарда рублей, за счет которых в республике начали ремонтировать улицы в селах, мосты в труднодоступных районах и участки дорог, требующих особого внимания. Сайгын Бирбю, Владимир Сюртюк, Кузел Сарыксерен, Тува 24. В ходе работы в Барухемческом Кажуне в Рио главы Тувы в первую очередь посетил проблемные объекты. В городе Агдавураке это местная ТЭЦ и школа номер 2. Подробности смотрите далее. Из-за проблем с устаревшим оборудованием, сложным финансовым положением Агдавуракская ТЭЦ всегда находилась в зоне особого внимания. В прошлый приезд в Рио главы Тувы поручил руководству Минтопэнерго и местным властям принять все меры для своевременного начала отопительного сезона и безаварийного прохождения зимы. А так 70 градусов температура, сюда подается уже горелку. Тут получается он завихряется, вместе с воздухом. И дальше уже в топке горит. Полностью также там муровка, там еще просто снято. Обмуровочствует специальный кирпич. По словам исполняющего обязанности министра топлива и энергетики Тувы Романа Кажинола, особых проблем с оборудованием на Агдавуракской ТЭЦ сейчас нет. Отопительный сезон должен начаться не позже 17 сентября. 2 котла уже готовы к запуску. На одном еще проводятся работы, которые планируется завершить до середины октября. Проблем вообще как таковых нету. Какой год уже, нормальное финансирование, соответственно, проблематика тоже снимается. Ну, хотелось бы, соответственно, увеличивать объемы по замене тепловых сетей в том числе. Здесь обеспечивается теплоснабжение 2 населенных пункта. Ну, город Агдавурак – это поселок Строитель, так называемый поселок постоянный. То есть фактически это город Агдавурак. Поэтому теплоисточником является единственная ТЭЦ Агдавуракская, которая обеспечит теплоснабжение порядка 12 тысяч потребителей.
Да, 12 тысяч потребителей, 46 многоквартирных домов и плюс социальные, соответственно, объекты все. Школы, садики там и так далее. Всего 3 котельных установки в котельной. На одной из них, котлоагрегат номер 7, продолжается капитальный ремонт, замена боковых левых экранных труб. Котлоагрегаты номер 6 и 8 готовы к растопке. То есть один в резерве, один в работе. А вот долг населения перед теплоснабжающим предприятием с 2016 года продолжает расти. Ситуацию с задержкой зарплат работникам усложняло и то, что субсидии на оплату услуг ЖКХ стали перечислять не предприятию, а жителям. По поручению в Рио главы Тувы были приняты меры, в том числе и на законодательном уровне. Не сразу, но проблемы с финансированием постепенно решаются. По финансированию, по зарплате, это летний период, у нас постоянно такая проблематика, потому что сбор осуществляется только с категории населения. И из начислений 15 миллионов примерно по предприятию собирается примерно 12-13 миллионов. То есть это хватает только на частичную выплату заработной платы, налоги, там частично платятся эксплуатационные расходы и, соответственно, отпускников много у нас летом. Поэтому вот такой разрыв он существует именно в летний период по предприятию. Ну, я думаю, что зарплату закроем на следующей неделе однозначно. И, соответственно, я думаю, что дальше тематика это не будет уже складываться. В Агдавураке Владислав Хавалык также посетил школу номер 2, здание которой построено 60 лет назад. По поручению в Рио главы Тувы в этом году в школе начался долгожданный капитальный ремонт. Как и происходит капитальный ремонт, встреча с подрядчиком и идет, продолжается. Надеюсь, еще неделя и максимум 2, да, и капитальный ремонт закончится. Подрядная организация «Агдаштык» начала работу в августе этого года. На сегодняшний день отремонтирована система отопления, проведены монтажные работы. Штукатурно-монтажные работы. На согласовании идет у нас потолки на Армстронг или на гипсокартон. Решили, заказчикам предложили, что Армстронгом лучше будет. И на следующей неделе уже будем приступать к устройству Армстронг потолков. А в кабинетах штукатурно-малярные работы, и отопление, замена отопления, кровельные работы. Кровельные работы завершили полностью, водосточную систему тоже завершили. И в основном здесь у нас штукатурно-малярные работы остались. Ориентировочно отремонтированную школу сдадут к 1 октября текущего года. Дети и педагогический состав с нетерпением ожидают того дня, когда они переступят порог родной, сияющей свежей краской школы. Инна Клаян, Боян Аюн, Ангар Оржак, Тува 24. На этом у меня все. Следите за нашими новостями в социальных сетях, берегите себя и будьте здоровы. В студии была Инна Клаян. До встречи в эфире.